меня просят задать вопрос. Дело в том, что мне сказали, что вы, оказывается, при демобилизации могли не приехать домой, а приехали домой, потому что у вас была уже специальность настолько специфическая и востребованная, что у вас, наверное, как это сказать, возможностей было больше, чем у других. А вы поехали домой. От чего? Почему? Особую автоматную роту. Там прослужил 4 года, но потом меня и моего земляка из нашего города, тоже русский парень, Кожоба, Колю, и меня перевели в взвод пешей разведки полка. И там я прослужил, учился, выполняли спецзадания и так далее. Так, потом меня перевели, отправили в Первое Забайкальское военно-пехотное училище, город Улан-Удэ, станция дивизионная. Потом я по окончании этого училища меня отправили в 74-й разъезд, 920-й полк для прохождения практики. Служил командиром взвода. Потом вернулся, и меня срочно вызвали в особый отдел и поручили документы. Вас мы отправляем в город Владивосток из спецшколы Генштаба. Получил документ, поехал. И там, оказывается, это школа военных переводчиков восточных языков. Раньше был институт восточных языков, а в военное время передали этот институт Генеральному штабу Советской армии. Вот там я учился. Когда наступила война, мы в основном со своими преподавателями, командирами выполняли различные специальные задания и в основном работали с пленными. Вот так я прослужил там 2 года, а потом нас 4 года всего я прослужил в армии. Предлагали же остаться? Предлагали остаться, да. Откуда вы знаете? Ну, так, но моя мать была больна. Она неграмотная была. Были братья и сестры. Очень трудно было им жить. Я должен был помогать им. Поэтому я вернулся. А вообще я учился хорошо. А какое было возвращение? Столько лет прошло, и вы дома. Какое было чувство? Возвратился? Да. Ну, конечно, радостное. Они не ждали. И вдруг я нежданно-негаданно появился дома. Вот. Все удивились сначала, потом все радовались. Особенно мать. Потом я тоже попал в очень далекую школу, сельскую школу. Потом я стал учителем сельской. Это моя основная профессия до пенсии. Учитель сельской школы. Конечно, работал и директором. Так было. Школа наша была в числе, если не лучших, то хороших школ. Вот 3 раза мы были школой года России. Мы считаем, мои товарищи, мои коллеги считают, они все мы учились. У нас хорошего образования не было. Война же. Вот.
такого трудно было учиться в годы войны. Поэтому окончили только среднее образование. Поэтому мы все учили, и многие заочно окончили педагогический институт. Оказывается, это было то основное звено, за которое нужно было браться директору школы, педагогическому коллективе. Мы учились, и поэтому двигались вперед. Вы уж скажите, какая школа нашим зрителям? Это какая школа, которой вы так сильно гордитесь? Как она называется? Барагонская средняя агротехническая школа Белийского района. Агротехническая, конечно, для нового поколения это, наверное, не сильно известная вещь. Агротехническая школа. Немножко это новая школа, поэтому нам было трудно. Но я говорю, мы своими успехами обязаны тому, что мы учились. Если бы мы не учились, таких успехов не было бы. Поэтому я считаю, наше время тоже наши большие трудности встречают учителя и школы. Поэтому надо новому поколению учителей обязательно надо учиться. Вот. Тогда только мы добьемся победы. Это большая цель для всех молодых наших коллег. Без этого им будет трудно справиться с работой. Как-то старое поколение, их деды, прадеды, бабушки, прабабушки справились с такими трудными условиями во время войны. Почему сейчас наше поколение, наши дети, внуки, почему они не смогут быть такими же, как мы, учиться преодолевать трудности, во что бы то ни стало. Вот наша задача. Основная задача это. Как относится уже в юбилейный год к наше государство, к вам, ветеранам? Как вы это оцениваете и какие у вас есть предложения? Я считаю, для молодежи, для российской молодежи стоит одна большая великая задача. Надо стать полезным человеком для себя, для своих близких, для природы, для своей родины. Вот это основная задача. А кто такой полезный человек? Полезный человек – это образованный человек, умеющий работать, и имеющий не только одну специальность, а в наше время несколько специальностей. И надо человек, который все время учится. Теперь актуальны опять слова Ленина, Владимира Ильича Ленина. Надо учиться, учиться и учиться. Вот поэтому кто учится в наше время, особенно с 21 века, стоит эта задача для всей страны, для всей российской молодежи, для школ, для института. Надо трудности побеждать, надо учиться побеждать трудности, как наше поколение побеждало врагов, побеждало трудности военных лет. Оцениваете поддержку государства, ветеранов и детей войны на сегодня? Ну, я доволен. Мне, как участнику войны, предоставили
в якутскую квартиру. Вот. И пособие тоже пенсия достаточная, хорошая. Мы же не с Луны свалились, знаем возможности нашего государства. Так что я доволен. Кроме учебы нашему поколению, что бы вы хотели пожелать? Не будет войны, если мы будем и дальше укреплять обороноспособность нашей страны, укреплять и развивать экономику. И каждый человек на своем посту, поэтому должен работать лучше, чем вчера. Сегодня лучше, чем вчера. Надо осознать серьезность нашего времени. Просто сейчас так себе ходить нельзя. И поэтому каждый человек должен стать полезным для своей страны, для развития своей страны. Вот тогда только мы будем способны, если объединим все силы, все будем думать так, вот тогда мы, конечно, победим. Могли пожелать своим ветеранам, своим коллегам? Сейчас все желают друг другу: берегите себя, своих близких, свою родную природу. Вот я тоже согласен с этим основным пожеланием моих друзей, участников Великой Отечественной войны. Я горжусь, что был солдатом Великой Отечественной войны. Спасибо, Николай Иванович. Ну, я могу только пожелать вам здоровья и больше, наверное, положительных эмоций. И, наверное, чтобы вас радовали внуки и так далее, многочисленные родственники. Главное здоровье, и чтобы мы еще раз увиделись, и я у вас взял интервью. Вам также спасибо за хорошие пожелания.